Все избирательные комиссии Коми готовы к 7-дневному марафону и могут принять свыше 660 тысяч человек. Наблюдатели от общественных организаций и политических партий, порядка 2000 человек, будут лично следить за чистотой процесса. Наша с вами задача – отследить так, чтобы ни у кого сомнений не вызывало. Все по-честному, все по-хорошему. И партии разные, интересы у них у всех разные. Но в одном мы сходимся. А именно для этого и подписывалось соглашение. Мы сотрудничаем со всеми партиями на предмет обеспечения легитимности голосования. Безопасность на участках обеспечена максимальная. Маски, перчатки, антисептики и другие средства индивидуальной защиты закуплены в полном объеме. В помещениях для голосования регулярно проводят дезинфекцию. Я считаю, что очень важно пойти и проголосовать, сделать свой выбор. Тем более, что в Конституции имеются такие поправки, как за культурное наследие, потому что наши традиции, наша самобытная культура и наш язык делают нас самобытными. И это важно как и сейчас, так и для будущего нашего поколения. Участковые избирательные комиссии продолжают прием заявлений о голосовании на дому. На сегодня через сервисы госуслуг и лично такие заявления написали более 18,5 тысяч человек. И воспользоваться этим правом можно будет вплоть до 17 часов 1 июля. Каждый из нас должен поучаствовать в принятии Конституции, так как прежде всего Конституция, я считаю, это мы сами. В этом законе наша жизнь наших детей, наших близких, ну и в конце концов нашего государства. По ней мы будем в дальнейшем жить. Поэтому для меня это тоже важно, как и, надеюсь, для многих наших соотечественников. Наверное, поскольку я прежде всего женщина, то и мать, то, конечно же, считаю, что семья – это главная ценность абсолютного большинства россиян, и что дети – это приоритет государственной политики страны. Всего в Конституцию России планируют внести более 200 поправок, закрепив социальные гарантии, право на ежегодную индексацию пенсий, достойную оплату труда, доступную и качественную медицину. Защита семьи, материнства, отцовства и детства становится важнейшим государственным приоритетом. Те изменения, которые прописаны в Конституции, я поддерживаю всей душой, потому что это связано с детьми. Дети там объявляются важнейшим приоритетом госполитики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему развитию духовному и нравственному. Собравшись и обсудив это на заседании своей первичной организации, мы все поддержали и все дружно придем на участки для голосования. Завершится голосование по конституционным поправкам 1 июля в 20 часов. Этот день в России указом президента официально объявлен выходным. Алексей Корчма, Дмитрий Булаев, телеканал Юрган, Сыктывкар. Исполняющий обязанности главы Коми в числе первых проголосовал сегодня в 38-й столичной школе. Здесь, как и на любом другом избирательном участке, предприняты беспрецедентные меры безопасности. Такие, что руководителю региона, несмотря на свой статус, так же, как и всем другим участникам процесса, пришлось замерять температуру, надевать одноразовые перчатки и маску. В кабинке для голосования Владимир Уйба провел не более 5 секунд. Как позже рассказал журналистам, свой выбор он сделал давно. И среди предлагаемых конституционных поправок, безусловно, поддержал блок социальных инициатив об обязательной индексации пенсий, доступной медицине и достойной оплате труда. И еще крайне важно, что обновленная Конституция закрепит понятие о незыблемости границ и суверенитете России. Я считаю, что главы должен показывать пример во всех добрых делах. А сегодняшнее голосование за поправки – это точно доброе дело. И для меня это позиция, это мое внутреннее убеждение, потому что, я уже говорил, на самом деле, все-таки 93-й год – это одна страна и одна конституция, и 2020 год – это совершенно новая, обновленная страна. И, конечно, тот перечень поправок, за который я сегодня проголосовал, это, конечно,
будущее, и мое будущее, и будущее моих детей, и, надеюсь, внуков. Завтра избирательные участки откроют свои двери уже ранним утром. Приходите.